По-моему, единственной политической силой и объединением, которое сегодня как раз призывает народ к самым активным действиям, а выход на улицу — это и есть активные действия, остались только мы. Остальные уже не способны даже вывести по 30, по 50 человек, если это не траурный митинг. Поэтому призывать нас отходить от петиционной борьбы, наверное, не очень корректно сегодня в этой аудитории и в этом составе. С другой стороны, если любое протестное действие, акция не будет завершиться логическим, перечнем тех требований, которые направлена та или иная акция, то это тоже будет открывать возможность для наших врагов спекулировать на тему того, от чего они вышли-то на улицу, если это не указано в тех же документах в обращении в заявлении. То есть все протестные акции, самые активные, должны четко подкрепляться ясными определениями, документами, заявлениями, и они должны подаваться туда, от кого мы что требуем. Если это направлено к нашему народу, значит обращение к народу. Если это требование направлено к милиции, значит это туда, ну и так далее. А мы только за активизацию этих требований. Обязательно. Потому что мы же не призываем сидеть по домам и писать письма. А мы призываем провести мощное чрезвычайное собрание. А если вы помните, мы говорили, что если нам вместе с вами вместе удастся на это чрезвычайное собрание в качестве делегатов призвать, и они придут, больше половины количества семей крымских татар, проживающих в Крыму, а это 30-35 тысяч, поверьте мне, голос такого собрания будет услышан и в Киеве, и в Москве, и в других столицах европейских. Вот к чему надо призывать народ. Вот это и есть самая главная наша протестная акция, к чему мы и призываем. А борьба за власть, в том числе и правовыми методами, участие в выборах, изнурительная борьба, требующая огромных капиталовложений. Это разве не активное протестное действие, борьба за власть? Поэтому я абсолютно поддерживаю тезис, что надо активизировать протестные действия, но при этом надо всегда сохранять холодный ум и горячее сердце. Вот и все. Да, пожалуйста.